Эти кадры сняты на мобильный телефон. Местность, раскинувшаяся неподалеку от деревни Кокушкино Ржевского района Тверской области, спустя 80 лет безмолвно свидетельствует о жесточайших и кровопролитных битвах, проходивших здесь в 40-е годы. Как можно понять сегодня, на этой территории, вероятно, находилась укрепленная позиция врага, производившего массированные атаки. Там вся земля пропитана металлом. Куда не ткнешь металлоискателем, везде все звенит. Огромное количество неразорвавшихся боеприпасов, мин, противопехотных мин, противотанковых мин, ручных гранат и так далее. Осенью в течение 2 недель в рамках всероссийской акции «Вахта памяти» поисковая экспедиция работала под Ржевом в местах боев Великой Отечественной войны. В состав экспедиции вошли 5 студентов политехникума, бойцов Алданского отделения Всероссийского военно-исторического общества. Честно говоря, очень положительные чувства вызывает то, что когда узнаешь что-то новое пробуешь, когда-то впервые что-то видишь. Это вызывает очень положительные и добрые чувства. Всероссийская акция «Вахта памяти» 2020-2022 Ржев-Калининский фронт, инициированная Министерством обороны Российской Федерации, посвящена 75-летию Великой Победы. Главной целью акции является розыск павших в боях защитников Родины. Ведь поисковики делают очень важное дело. То есть, когда они раскапывают бойцов, они раскапывают не кости, они раскапывают память о них. То есть это очень важное дело для каждого из нас. При поддержке Республиканской ассоциации оказания помощи ветеранам и при содействии Алданского казачества отряд политехникума присоединяется к поисковым работам в 3-й раз. Осенью 2022-го студенты в составе экспедиции работали в деревне Петуново Тверской области. А весной этого года ребята вели поиски вблизи деревни Рассошки Городищенского района Волгоградской области, где с июля 42 по февраль 43 шли ожесточенные бои. Часть тронутых тленом десятилетий предметов сегодня хранится в музее политехникума. Ходили, искали, то есть и по степям, и по балкам, то есть по нашему овраге. То есть поднимали только металл, натыкались на различные материалы. Также подняли 2 стеклянные фляжки, что это довольно редкость их найти в целом состоянии. Поднятые в ходе поисков предметы поистине бесценны, поскольку приоткрывают завесу минувших лет. Наиболее сильные впечатления участники экспедиции испытывали при обнаружении останков бойцов. Случалось так, что взрывная воронка становилась одной могилой для нескольких человек. В ходе поисков под Волгоградом были найдены 19 солдат. После процедуры опознания мощи были преданы земле. В этот раз мы были в Ржеве, как раз эта вахта памяти проводилась в честь 80-й годовщины окончания Ржевской битвы. Значит, участвовал в этой вахте памяти 51 отряд с 21 региона и 5 отрядов с бывших советских республик. В том числе был поисковый отряд с ДНР. Вместе с нами участвовал в раскопах. Палаточный лагерь поисковой экспедиции находился на базе «Красностроитель», расположенной примерно в 10 километрах от деревни Кокушкино. Рабочий процесс шел слаженно. Ребята познакомились и быстро достигли взаимопонимания. Очень даже положительную. Почему? Потому что помимо всего, всех этих раскопок, мне больше понравилось то, как работал именно мой отряд. То есть сплоченно, очень все хорошо получалось. Ну и так раскопки сами по себе тоже удались. Каждая найденная в ходе поисков вещь точно несет на себе печать трагедии огромной страны. Спустя десятилетия истерзанная земля отдает современникам походные предметы, посуду, инвентарь и личные вещи бойцов. Кроме того, обнаруживается немало боеприпасов, как обезвреженных, так и не разорвавшихся. Вместе с членами экспедиции работали саперы и поисковый батальон солдат, проходивших срочную службу в рядах вооруженных сил. В первую очередь, нахождение в поисковом отряде – это жесткая дисциплина. Ребята на раскопе проявили себя дисциплинированно,
четко выполняли команды руководителей при поднятии бойца, скажем так, с места гибели. И проявили наблюдательность и усидчивость. И в первую очередь быть очень сильно осторожным, потому что земля полностью усыпана снарядами, пулями, гранатами. То есть здесь очень опасная работа, и здесь нужно быть очень осторожным. Это в первую очередь. Впервые в поисках участвовали двое вошедших в алданский отряд ребят. Опытом работы с ними делились товарищи, ранее работавшие в экспедициях. И на вахту памяти осенью 2023-го бойцы заступали с трепетом, уже испытанным от прикосновения к величайшему подвигу советского народа. Да, это очень сильно затягивает. Моя поездка уже считается второй в Ржев. И, как всегда, я удовлетворен, потому что это всегда теплая обстановка, всегда теплые люди, добродушные. Да и работа сама по себе приятная. Приступив к работе, поисковики сразу нашли место, где, очевидно, проходил очень сильный бой. Судя по остаткам хвостовиков, немецкие обстрелы здесь оказались чрезвычайно плотными. По нашим сведениям, мы подняли 2 бойца, но там очень тяжелая ситуация, потому что мы нашли такое место, где было как минимум 3 снаряда павших. И, возможно, было больше, потому что были вроде как останки 3-го человека. Наш отряд поднял 2 бойцов, да, одного не определили, потому что на месте раскопа там, видимо, во время войны очень плотно работали минометами, и бойцов очень сильно пораскидало. Всего за сентябрьскую вахту памяти мы подняли 62 бойца, 8 из которых определили, откуда они призывались, в каких частях воевали. Ну и, соответственно, произвели торжественное перезахоронение 21 сентября 30 бойцов. Непосредственно перед заступлением на вахту памяти бойцы прошли инструктаж. Акценты ставились в первую очередь на риски, связанные с обнаружением неразминированных боеприпасов и с прохождением труднодоступных мест. Ребята показали себя достойным образом. Значит, получили благодарности от поискового движения «Память народа», индивидуальные от руководителя экспедиции Назаровой Натальи Валентиновны. Также отряд получил благодарность за оказание содействия в поисковых работах и отличную работу. Мероприятия очень значимы, они значимы непосредственно, как и воспитательный момент для самих участвующих ребят, потому что ребята приезжают совершенно другими людьми, совершенно по-другому представляя и оценивая те исторические факты и события, которые были в нашем государстве. И, конечно, это тот момент, когда на этих ребят хотят похожими быть другие учащиеся, которые тоже вступают в ряды военно-исторического общества. Отстояв вахту памяти и поклонившись обогренной кровью земле, алданский отряд отправился в Москву. В столице студентов политехникума ожидала обширная программа, рассчитанная на несколько дней. Побывали мы с ребятами в храмовом комплексе Министерства обороны. Впечатления очень положительные. Даже советую всем побывать, кто будет в Москве. Мы прошли дорогой памяти 1418 шагов по кругу. Побывали в храмовом комплексе самом. Посетили практически все экспозиции. Но чем понравилось? То, что очень много интерактивных экспозиций. Скажем так, стоят манекены, да, одеты в форму солдат, на заднем фоне идет бой. Создается впечатление, что ты находишься в гуще событий. Поэтому ребятам очень понравилось. Прибыв домой, члены алданского отряда вместе с командиром буквально на следующий день отправились в Якутск, где состоялся патриотический форум, собравший членов поисковых экспедиций со всего Дальнего Востока. Там рассматривались вопросы по организации поискового движения на будущем. Также проходило несколько круглых столов. Участвовали ребята не только наши, студенты из ФУ, студенты из Бурятии, студенты из Амурской области, студенты из Владивостока. Даже был профессиональный поисковик с Нижнего Новгорода. Также преподаватели БЖУ, БЖ
с других районов Якутии, которые в этом году съездили на вахту памяти со школьниками, на учебные вахты памяти. Форум явился своеобразной чертой, подводящей итоги летней смены. Наряду с достижениями в поисковой работе студенты политехникума представили сверстникам опыт проведения военно-исторических реконструкций. Воссозданные события прошлого ребята демонстрировали жителям Алданского района, а также неоднократно присоединялись к таким мероприятиям на уровне республики. Реконструкции позволяют не только погрузиться в атмосферу отдельно взятого исторического эпизода, но и получить глубокие знания о том, как все происходило. По одному выстрелу кричим «Ура!» Быстрее! Дальневосточный форум стал интересным и познавательным. Участники рассмотрели проблемы молодежного поискового движения и пути его развития, роль и методы патриотического воспитания, а также обсудили проекты патриотической направленности. Главный вопрос – то, что без финансовой целевой поддержки государства поисковому движению будет очень сложно существовать. Вот на сегодняшний день, да, нужна четкая целевая поддержка государства, финансирование именно поискового движения. Потому что, по приблизительным оценкам, на том же Ржевском выступе погибло порядка 1 миллиона 300 тысяч бойцов. Из них только с 2016 года поднято 72 тысячи бойцов. И поэтому перспектива работы в дальнейшем огромная по поднятию советских воинов. Еще один вопрос касался организации опорной базы в месте поисковых работ для отрядов Якутии. Везти из дома оборудование и экипировку не очень удобно. В опорной базе можно было бы хранить щупы, металлоискатели, спальники, одежду и прочую амуницию, необходимую для ведения поисков. Якутский отряд является постоянным участником всероссийской акции «Вахта памяти». И в будущем ребята продолжат открывать тайны Великой Отечественной войны, кои хранят в себе поля сражений.